Заканчивается месяц Рамадан. Остались последние 10 дней. И здесь было много сказано о достоинствах поста, таравиха, чтения Корана в этот месяц. И осталось одно из последних деяний, которое возложено, является обязанностью на мусульманина, это выплата садакатуль фитр или закятуль фитр. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что Аллах субхану ва тааля отправляет каждый день, 2 ангела спускаются на землю и делают дуа. О Аллах, ускорь увеличение имущества отдающего милостыню. То есть Аллах, увеличь имущество того, кто дает садака, выплачивает закят. И ускорь порчу имущества, то есть уменьши имущество того, кто проявляет скупость. И мусульманин понимает, что в его имуществе есть доля. Доля, которую Аллах субхану ва тааля определил, она не является егошней. И если мы избавляемся от нее, даем ее, делимся ее, Аллах субхану ва тааля дает баракат в том, что осталось. Если же мы проявляем жадность и не отдаем, не делимся этим, Аллах субхану ва тааля забирает и остальное, либо лишает бараката того имущества, которое есть. На обязательность садакатуль фитр приходит в хадисе от Ибн Умара, где он говорит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вменил в обязанность, то есть сделал обязательным раздавать в день разговления, то есть яумуль-айд, то есть в день праздника, садака в размер 1 саа фиников или ячменя рабу и свободному человеку, и мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев делать это перед выходом людей на праздничную молитву. То есть со слов Ибн Умара приходит то, что это является обязательным. Это нежелательно, не то, что вот я хочу дам, не хочу. Нет, является обязательным. Мы должны ее дать. Имамы сказали, что в этом хадисе содержится указание на то, что закятуль фитр является обязательным. И то, что он обязательно, является мнением всех ученых. То есть здесь нет ихтиляфа. Имам ан-Навави сказал, все ученые сходятся на том, что закятуль фитр обязателен для каждого мусульманина. И мусульманин должен его отдать не только за себя, но и за всех членов семьи, кто является под его обеспечением. То есть тот, содержание которого является на мне обязанным, я за каждого из них должен заплатить. Как приходит в хадисе от Ибн Умара, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, отдавайте фитр за тех, кого вы обязаны содержать. То есть мужчина платит за себя, за жену, за детей. То есть тот, если есть мама, которую он содержит, он и за маму должен заплатить. То есть все, за кого я обязан их содержать, я за каждого из них должен заплатить. Даже приходит в учет, что если в месяц Рамазан родился ребенок, я уже за него должен выплатить его долю. Согласно нашему масхабу, ханафийскому масхабу, можно выплатить продуктами, можно выплатить деньгами. То есть здесь есть возможность такая. Опять же, оно зависит от нисаба и оно меняется. То есть на каждый год размер в рублях он может меняться. Соответственно, на каждый год духовное управление мусульман оно определяет количество нисаба и долю, размер садакатуль фитр и садакатуль фиди. В чем является мудрость садакатуль фитр? Ученые сказали, что здесь есть 2 мудрости. Первое, избавить нуждающихся в день Аид, праздника. То есть, чтобы в праздничный день, яумуль Аид, нуждающиеся не попрошайничали. То, что у них есть возможность, то есть мы должны поделиться с ними праздником. Не только у нас есть явство, мы празднуем, а кто-то ходит, ища продукты питания. То есть мы избавляем их от необходимости просить в этот день. И второе, мы тем самым искупляем упущения, которые мы совершили в этот месяц. И без сомнения, все мы совершаем ошибки. Не те разговоры, пустые разговоры. И чтобы Аллах субхану ва тааля возместил, простил нам, Он дал нам возможность. То есть через выплату фитр мы ощущаем, исправляем те ошибки, которые мы совершили в этом посту. В ривайте от Ибн Амаса приходит, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обязал выплачивать закят аль-фитр как очищение для постящегося человека от пустых разговоров. То есть это в первую очередь очищение нашего поста. То есть в нашем посту есть ошибки, которые уменьшают награду, которую мы можем получить у Аллаха субхану ва тааля. И выплачивая у фитр садаха, мы тем самым Аллах субхану ва тааля прощает те упущения, которые мы совершили. И как пропитание для неимущих. Кто бы не уплатил его до праздничной молитвы, это приемлемый закят. А кто выплатил его после молитвы, в таком случае он рассматривается только как милостыня. То есть если вы до аид намаза раздали, это вам фитр. Если вы после аид дали, это просто садака, это уже не фитр, вы потеряли эту возможность. То есть говоря о том, что мусульманин должен отдать это до праздничной молитвы, ни в коем случае не оставляя.
И ученые сказали, закят аль-фитр в месяц Рамазан подобен сажда и саху в намазе. То есть, когда мы в намазе совершаем ошибку, мы делаем сажда и саху. И тем самым, исправляя ошибку вот в намазе, тем самым исправляя намаз, намаз становится полноценным. Закят аль-фитр искупляет упущение поста, так же, как сажда и саху искупляет недостатки в намазе. То есть, это возможность, еще раз, Аллах Субхану дал нам еще одну возможность исправить нашего поста через выплату садакат аль-фитр. Опять же, кому дается закят аль-фитр? Мы должны правильно понимать, что мы не имеем права давать закят аль-фитр тем, чье обеспечение для нас является обязанностью. То есть мы не можем его дать маме, не можем дать отцу, не можем дать детям или внукам, или дедушке и бабушке. Их содержание является обязанностью для нас. Мы должны их дать тому, кто не является под нашим обеспечением. Но тем не менее ученые сказали то, что желательно, если мы сделаем среди родственников. Родственникам, но чье содержание является нашей обязанностью. Двоюродные, тети, дяди. То есть те, кто не является, но они реально нуждаются. И в этом случае они говорят, что для них это является более вознаграждаемым. Опять же, по мнению ханафитских ученых, фитра садака тратится на тот же список, на кого тратится закят. Также есть сильное мнение ученых, сказать, что только факир и мискин, только те, кто нуждаются. Потому что цель именно сделать праздник для нуждающихся, чтобы для них тоже это был праздничный день, чтобы они тоже могли себе позволить явство в этот праздничный день. Опять же, касательно вопроса, когда выплачивают садакат аль-фитр. Умар ибн Абдул-Азиз и Абу А'ля говорили, что касательно аята суры А'ля 14 и 15, Аллах Субхану говорит, преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершил молитву. Делая тафсир этого аята, они сказали, это значит, выплатил закят аль-фитр, а затем отправился на праздничную молитву. Самое лучшее время это перед праздничной молитвой, либо с вечера на Яумуль Айд. То есть, если мы знаем нуждающихся, мы можем купить продукты и дать перед айд-намазом, это самое лучшее время. Но также можно его, согласно ханафитскому мазхабу, можно и в течение Рамазана его дать, но желательнее дать его перед намазом. Чтобы конкретно вот именно в день праздника у них были эти явства, у них были эти продукты, у них была эта возможность провести этот праздник. Опять же вопрос, где его выплачивают? Желательно, ученые сказали, желательно в своей местности. То есть можно, если мы знаем, что где-то в другой деревне, в другом городе есть более нуждающиеся, если мы отправим, это будет принято. Но желательно для тех, кто живет рядом с нами. И это более предпочтительно. Теперь касательно решения духовного управления на сегодняшний день. Размер нисаба. Что такое нисаб? Нисаб – это количество имущества, если у человека в течение года лежит на полке, не пользуясь этим. Эта сумма у него есть, он должен выплатить закят аль-фитр. Минимально это 41 тысяча. То есть, если у человека в течение года лежит сумма 41 тысяча, он обязан выплатить садакат аль-фитр. Если же у него 454 тысячи рублей в течение года лежит, не используясь, это уже нисаб закята. Опять же, садакат аль-фитр есть минимальный и максимальный. Минимальный 150 рублей с человека, максимальный 800. То есть человек, у кого 40 тысяч лежит на полке в течение года, как лишние средства, он выплачивает по 150 рублей за человека. Если у человека есть уже нисаб закята, то есть 454 тысячи в течение года, он уже должен заплатить по 800 рублей с человека. То есть это индивидуально, человек смотрит по своим возможностям. То есть если у меня есть 40 тысяч, я уже должен заплатить. И дальше я смотрю, опять же, вопрос моей богобоязненности. Сколько я могу, потому что Аллах Субхану знает истинное положение вещей. И максимально сколько я могу выделить на пропитание людей, которые еще в худшем состоянии, чем я. Делая им праздник, получая награду Аллаха Субхану ва Тааля и исправляя те ошибки, которые я совершал во время своего поста. И также фидия. Фидия – это тоже милость Аллаха Субхану ва Тааля. Среди нас есть братья и сестры, которые болеют, и они не смогут держать уразу даже через год. То есть мы знаем то, что по милости Аллаха Субхану ва Тааля, если мы заболели, мы можем пропустить пост и потом в течение года до следующего Рамазана день за день задержать. Но есть люди, у которых хронические болезни, и они уже не вылечатся, и уже пост они держать не смогут. И в этом случае Аллах Субхану ва Тааля по своей милости дал возможность этим людям выплатить, то есть накормить за каждый свой день поста, накормить одного постящегося. Сухур и ифтар. И сегодня это определили 350 рублей.
То есть 350 рублей человек оплачивает за каждый день своего поста, который он не сможет держать. Тем самым возмещая ту обязанность, которую Аллах Субхану ва Тааля на нас возложил. Аллах Субхану ва Тааля милостив и дает нам возможность. И по большому счету, если посмотреть, то имущество, которое мы имеем, это то, что Аллах Субхану ва Тааля нам дал. Аллах может его забрать в любое время. И человек, который благодарит Аллаху Субхану ва Тааля, выделяя долю из того имущества, которое Аллах Субхану ва Тааля нам дал, Аллах увеличивает баракят. То есть люди, которые выплачивают закят, они видят, как Аллах возвращает это, видят баракят, который появляется в имуществе. И вот садакатуль фитр это тоже нема, это тоже возможность. И мы благодарим Аллаха Субхану ва Тааля за то, что Аллах дал нам возможность. Мы не нуждаемся, мы не попрошайничаем. Аллах дал нам возможность, у нас есть богатство, и мы выделяем часть, небольшую часть. 150 рублей это небольшая сумма. Но тем самым Аллах Субхану ва Тааля увеличивает баракят в том имуществе, еще больше дает нам. Поэтому дай Аллах Субхану ва Тааля быть среди тех, кто дает, делится из того, что Аллах наделил, и не быть из тех, кто просит и нуждается.